Все, лежим спокойно. Обезболю. Не больно? Нет. Ну, отлично. Безболезненно, быстро и эффективно. Что такое радиочастотная абляция и как удалить узловые образования щитовидной железы без хирургической операции? Аппарат радиочастотной абляции и ультразвук – все, что нужно для того, чтобы буквально за 5 минут, за 15 сделали операцию и удалили образование доброкачественной щитовидной железы. Наука, как говорится, золотые руки хирургов. И еще один. Я сегодня вам о них расскажу. Все они работают в Национальном научном центре в Астане и делают прекрасные операции без разрезов. Останьтесь с нами, это диагноз. Мы здесь говорим честно о медицине. Здравствуйте. Можно увозить пациента. Все, теперь понял. Как вы все это делаете? Вот, быстренько работаем. Мы, понимаете, жизнь же снимаем, поэтому как оно есть, как говорится. Щитовидная железа – маленький дирижер большого организма. Ее роль неоценима. Она участвует в регуляции всех органов и систем, начиная с формирования головного мозга и скелета у плода. Отвечает за наше самочувствие, настроение, интеллект, красоту и даже репродуктивное здоровье. Заболевания щитовидной железы не очевидны, но сильно ухудшают качество жизни и могут приводить к тяжелым последствиям. По данным ВОЗ, среди эндокринных нарушений они занимают второе место после сахарного диабета. Более 665 миллионов человек в мире имеют эндемический ЗОП или страдают другими тироидными патологиями. В нашей стране каждый пятый казахстанец имеет нарушение функции щитовидной железы. Причины патологии разнообразны. Это и хронические стрессы, и неправильное питание, и экология. Для Казахстана эта проблема вообще является эпидемиологической. Многие регионы у нас йододефицитные, а это основной триггер для развития болезни щитовидки. У Ольги Никитиной из Павлодара в ее 34 года очень быстро выросла доброкачественная опухоль щитовидной железы. Вообще, мне раньше никогда ничего не беспокоило. Родила дочь, и потом, наверное, спустя год у меня начала просто расти шишка здесь. За год она у меня выросла до 5 сантиметров. Визуально она наблюдалась, когда шею вытягиваешь вверх. Размер – это очень важно. В каком плане? Допустим, 1 или 2, 1,5 сантиметра, они могут клинически вообще не ощущать. Но когда вот такие большие уже, 3-4, их, во-первых, косметически видно, прям блямба висит. Во-вторых, он начинает сдавливать ближайшие органы. Доброкачественные новообразования щитовидной железы есть у 30% взрослого населения планеты. В 95% они доброкачественные и развиваются в результате аномального роста и деления клеток данного органа. Некоторые опухоли вызывают серьезные нарушения работы организма и требуют незамедлительного вмешательства. За рубежом удается успешно лечить подобные патологии, сохраняя орган. Большинство операций там выполняют малоинвазивно. В Казахстане же чаще пока прибегают к открытым хирургическим операциям. Но врачи Национального научного медицинского центра в Астане стали внедрять высокотехнологичные современные методы интервенционной радиологии, за которыми уже стали в столицу приезжать пациенты со всех регионов нашей страны. Наша Ольга не исключение. Операцию я делать не хотела. То есть это резать, наркоз. И мне мой врач-эндокринолог предложила именно, что есть такая подместная анестезия, выжигание лазером, что не нарушая функции самой этой щитовидной железы. То есть если операция, то это все вырезается. А именно удалением лазером оно все остается, щитовидная железа на месте, только именно это новообразование, это узел. Он сам выжигается и все. Речь идет об удалении узлов щитовидной железы с помощью инвазивной технологии, которая называется радиочастотная абляция, сокращенно РЧА. Никаких вам хирургических разрезов скальпелем и осложнений после, а также шрамов. При такой технологии используют тепло, выделяемое высокочастотным переменным электрическим током. И под действием электрического тока такой иголочки, как вы видите, она очень маленькая. Мы вставляем под ультразвуковым контролем именно прям в узел, и под действием электрического тока этот узел, он разогревается и вываривается. После этого он начинает сморщиваться и постепенно замечается соединение тканью и исчезает, в общем, так по-простому сказать. Проводит процедуру на таком аппарате. А здесь еще есть система охлаждения. 2 провода, сказать. По ним бежит холодная вода. И ткань разогревается до 90-100 градусов при выжигании. Но при этом эта игла остается полностью холодной. Потому что мы подключаем ее к специальному раствору, который охлажден до плюс 15 и плюс 20 градусов всего. И при этом мы не получаем ожога кожи и того хода, который мы входим, допустим, в узел, он полностью остается интактным. В смысле, мы его не выжигаем.
Мы, получается, выжигаем только узел. Главное, что процедура не требует большого наркоза. Все делают под местной анестезией. Так, будет один укольчик, мы чуть-чуть кожу натянем. Не пугайтесь. Примерно предполагая будущий ход вот этой иглы РЧА, мы обезболиваем, как бы сказать, дорожку, по которой пойдет игла. Потому что сам узел, он без нервных окончаний, он безболезненный. И потом, когда отпустил анестезию, тоже ничего не чувствовали? Нет, просто, знаете, вот это вот неприятное ощущение, вот то, что вот там оно вот опухает. Но также я могу кушать, пить, все, то есть, без проблем. Один из основных видов действия – это механизм кавитация. При прохождении волны клеточки нагреваются и лопаются. Мы делим опухоль послойно, то есть по 5 миллиметров идем послойно вниз. Не получается так, раз иголочкой отсосал, как говорится, и все один раз, да, Нет, быстренько. так не получается. А в чем сложность как для хирургов? Или только главное попасть куда нужно, да? Конечно, здесь рядом расположены магистральные сосуды. Нужна особая осторожность ввиду того, что рядом с опухолью здесь находится общая сонная артерия, еремная вена, гортань, нервно-сосудистый пучок, который отвечает за голос. Нам очень важно, чтобы это все оставалось интактно, чтобы не повредить. При хирургическом вмешательстве иногда бывает так, что вместе с узлом уходит щитовидная железа, допустим, или паращитовидная. Это тоже исключать нельзя, поэтому человеку приходится длительное время находиться на какой-то гормонозамедлительной терапии. И еще плюс, естественно, может оставаться шрам. При данной процедуре практически такого нет, потому что прокол проводится через тоненькую иголочку. Берут на такие безоперационные процедуры в центре не всех. Важны четкие показания. Во-первых, чтобы эти узелки щитовидной железы были доброкачественными, да и размеры их имеют значение. Скажите, с каких узлов вы берете на операцию? Где-то от 2 до 2,5 до 5 сантиметров. Можно делать и при 7, и 9, допустим, есть публикации международные, где там большие берут с очень хорошим эффектом. Но у нас пока такого опыта нету, поэтому мы... Пока 5. После 5 это уже к вам, к хирургам, да? С открытой операцией. Но видите, здесь многие недопонимают, что сам узел можно пережечь радиочастотной абляции. Узел может уменьшиться, но остаться. Но здесь надо границы знать. Размеры большие, форма злокачественная форма или доброкачественная, но больших размеров здесь требуется уже открытая операция. Перед этим Нурлан Кайжанович, у него очень большой опыт, мы делаем УЗИ и плюс цитологию, биопсию, да. Биопсию берете, да? По международным, рекомендациям. Да. Для удобства пациентов доктор Малаев с коллегами сам выезжает в разные регионы, где проводит все необходимые диагностические процедуры потенциальным пациентам. Мы сделали так, что у нас практически законченный цикл лечения. Эндокринологи, допустим, накапливают пациентов, мы едем, мы и сами их смотрим, и сами консультируем их. Это пациентов. удобно? Это гораздо удобнее и нам, и гораздо удобнее пациенту. Я могу за один день человек 25, 30, 40 проконсультировать, да. А вот как этим с 30-45 человеком, допустим, приехать сюда, в Астану. И это не только, допустим, один регион, их очень много. А тут уже едут только те, которые уже потом действительно радиочастотная абляция, да? Этот альтернативный метод безоперационного лечения уже показал хорошую эффективность и безопасность. Нужно отметить, что в последнее время в научном мире появились публикации, где описано применение технологии РЧА и для лечения различных видов злокачественных опухолей, особенно печени. И наши столичные врачи уже имеют такой опыт с хорошим исходом. При метастазах, при первичном раке печени, раке почек. Буквально на прошлой неделе мы делали на легких тоже метастаз. За границей ее применяют не только, ее применяют, допустим, на молочке, на матке, на простате. Но в данное время, пока мы сейчас отрабатываем с Минздравом разрешительные документы для проведения этой технологии. И мы закончили процедуру. Ага, так быстро, да? Как самочувствие? Узел оказался свежий, он хорошо поддался лечению. Бывают плотные узлы, которые у нас уходит где-то значительно больше времени, час-полтора. Это такие старые углы долгие, да? Такие, да. Тамара Викторовна, день, месяц, год рождения, скажите свой. 15 апреля 1959 года. Видите, голос сохранился. Тамара Викторовна Ромашкина в Национальный научно-медицинский центр приехала за этой процедурой тоже из Павлодара, как и наша героиня Ольга. Правда, в отличие от нее, заболеванием щитовидной железы страдала почти 20 лет. Лечилась гормональными препаратами, которые год за годом сказывались на организме. Узел вырос до 4 сантиметров и негативно повлиял на работу сердца. Плюс букет сопутствующих болячек. В итоге ее кардиолог хирургическое вмешательство запретил.
сил. Так что метод радиочастотной абляции пришелся весьма кстати. После этой процедуры выжигания я сразу почувствовала облегчение на сердце. Только вот мне сделали, я привезли в палату, и я сразу же почувствовала облегчение. Потому что постоянно сердце как бы вам сказать, в оковах было. Не возвращаются эти узлы потом после этой технологии? Нет, да? Они не возвращаются. И прогнозы говорят... Все, в принципе, все хорошо. Функцию щитовидной железы не трогали. А это значит, что Ольга в свои 34 года еще и второго ребенка может спокойно родить, да и таблетки пожизненно не придется принимать. Заместительная гормональная терапия после такого вмешательства не понадобится. В чем уникальность данной методики, что ее можно проводить многократно. Если, допустим, в соседней доле появился такой же узел, тогда эту технологию также можно будет без проблем применять. За границей, как говорится, в развитых странах эту технологию уже определили уже в технологию, то есть в амбулаторную хирургию, когда пациент утром пришел, допустим, через 2 часа ему сделали эту процедуру, и через 2-3 часа его уже обратно выписывают. Это занимает ровно 1 сутки, поэтому у них очень большой поток. Мы эту процедуру уже проводим больше года, уже есть свой пул пациентов, все довольны, в общем. Здесь как госпитализация, все, врачи, все устраивает? Все устраивает, здесь все хорошо, очень хорошо, что, двухместная палата, никто там, не 5-6 человек, душ, туалет, все здесь. То есть все условия, в принципе. Бесплатно? Бесплатно, да, по квоте. Какое-то чудо. Да, чудо. В Национальном научно-медицинском центре радиоабляцию щитовидной железы проводят казахстанцам бесплатно в рамках ОСМС. За качество беспокоиться не нужно. Стаж у наших врачей немалый. У Нурлана Жемпиисова 21 год, а у доктора Малаева опыт в интервенционной радиологии 19 лет. Учились технологиям в Китае, Японии, Корее и в Европе. Мы вообще, если честно, являемся, без ложной скромности, в общем, пионерами. Не только этой технологии, мы еще внедрили в Сурваке микроволновую абляцию. Это тоже такая методика, когда узел он разогревается, когда включаешь микроволновку, она точно бьет на какой-то определенный участок и разогревает. Вот примерно такой же эффект есть при микроволновой абляции. Были случаи, когда к нам на учебу по этим методикам приезжали даже доктора с Украины, с России, с Киргизии, с Узбекистана. Знаете, вот такой врач здесь именно работает, который именно разбирается, потому что у нас в Павлодаре этого не делают. Пускай мне пришлось приехать сюда, но я очень рада этому. Теперь бы, чтобы и в регионах, да, чтобы вот, да, ездить, теперь бы очень было хорошо, возможности. что вот возможности, просто, знаете, еще бывают возможности, не у всех есть выехать, оставить с кем-то детей. А так в Павлодаре там все равно, как ни крути, рядом. Не надо на дорогу тратить. Почему в регионах не делают? Специалистов ли нет? Или вот этого аппарата нет самого? Аппаратов нет в регионах. Это дорого, что ли? Подскажите, вот этот аппарат купить? Конечно, в пределах разумно эти цены. Да. Не секрет, что существует препятствия своего рода. Там кто-то хочет оперировать хирургию больше, хотя не все и квоты, в общем, могут отправить на квоту. И не говорят даже, что такие технологии есть, да, по сути? Хочется, чтобы от старого уже отходили, чтобы внедряли новые технологии, потому что это очень хорошо. И эффект намного больше, чем после операции. Доктор Малаев говорит, что проблема отсутствия таких технологий в регионах кроется помимо системных проблем здравоохранения финансирования в тарифах возмещения за одну процедуру. Мое мнение, во-первых, это из-за того, что в данное время пока нету хорошего возмещения за данную услугу. Вот почему мы проводим, потому что у нас научный центр, национальный научный центр, руководство всегда оно поддерживает именно вот это направление малоинвазивной интервенционной радиологии, онкологии, поэтому, в принципе, эти технологии развиваются. Тарифы недостаточно? Да, тариф, да, очень минимальный тариф, во-первых. Во-вторых, мы подавали в свое время на возмещение, уже около 3 лет ждем одобрения тарифной комиссии. Пока нам дали уже информацию, что обещают в этом году, что уже тариф выйдет. Надеемся очень сильно, что они все-таки услышат нас, поддержат. Сумма возмещения от государства за одну такую процедуру РЧА щитовидной железы сегодня составляет около 300 тысяч тенге. Пациенты получают такую квоту. Тот, кто не хочет ждать, может сделать ее в центре и платно за 400-450 тысяч тенге. Дорого здесь, если простому человеку это вообще не по карману. Около 500, 500 000, что ли. Да, с госпитализацией совсем, да? Здоровье – вещь дорогая, да?
Поэтому ее Это нужно точно. беречь, как говорится, с молоду. Мы в каждой программе об этом говорим, по разным диагнозам, у всех свои проблемы. Вопрос тарифообразования, он стоит, и об этом в смысле говорит уже там и глава государства. Реформы нужны в этом тарифообразовании, потому что в конечном счете это качество услуги, которую получает пациент, правильно? Да, однозначно. Потому что кто-то начинает экономить, кто-то где-то что-то... Не все же, например, центры медицинские, ну, такие прям добросовестные, скажем так. Всяко бывает, правильно? Как увеличить этот тариф, наверное, знают чиновники Министерства здравоохранения, но пока никому не говорят, но деньги попросили, как бы, да. Тут уже, как говорится, время покажет, да? Да. Но вы надеетесь. Если бы не было надежды, вот этого желания, энтузиазма и так далее, этого, мне казалось, Не бы ничего не развивались. было.